ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 14:30. Главный корпус УГТУ. Разбор полетов по итогам мастер-классов известного преподавателя и психолога Шалва Манашвили. С 9 по 13 января он проводил свои семинары в Ухте. Педагог – приверженец эзотерического учения Агни-йога – живая этика. Однако бдительное око Русской Православной Церкви узрело во взглядах Шалва Манашвили угрозу. Якобы его педагогические методы пропитаны оккультизмом. У меня вопрос к вам. Как вы могли отсечь то, какого духа он вам пытается навязать? Математически. Никак. Поверьте, вы не можете этого сделать. Подождите, дайте сказать. Это не в вашей власти и не в ваших способностях. Вы заинтересованы, как вы говорите, приобретением. Ну, хорошо, нам методы другие. Почему? Надо смотреть, может быть, действительно что-то полезное. Но не из каждого колодца мы должны пить. По другому мнению, которого в основном и придерживаются учителя и преподаватели, никакого оккультизма или чего-то подобного в семинарах нет. Все же Манашвили очень известный и опытный педагог. Его методы действительно эффективны, это доказано, а значит, есть чему поучиться. Почему такая шумиха возникла со стороны церкви? И вот сегодня вызывает удивление такое большое количество здесь присутствующих. Можно сначала услышать пояснение, почему вдруг вот только сейчас, вот в этот момент, когда приехал к нам Шалва Александрович, такое пристальное внимание к воспитанию ребенка, к обучению его со стороны церкви. А где они были раньше? Долгое обсуждение ни к чему не привело, каждый остался при своем. Добавим, Шалва Манашвили является разработчиком концепции гуманной педагогики. Вся воспитательная система построена не по принципу подготовки ребенка к жизни, а на основе понимания детства, как важнейшего жизненного этапа, со своими сложными проблемами и переживаниями. Хорошо это или плохо, и где здесь оккультизм, вопрос остается открытым. Одно несомненно. По слухам, в Ухте хотели открыть центр гуманной педагогики, однако, похоже, теперь этому не бывать. Стоит ли за такое говорить спасибо?